Азнакайда 100 яшен тутырган Ирина Давыдованы кутладылар. Район башлыгы Марсель Шайдуллин Азнакай шәһәрендә гомер итүче Ирина Давыдованы 100 яшьлек олы юбилее белән тәбрикләде. Родилась в Пятигорске. Как раз 27 апреля. Через месяц война началась. Вот я только закончила 10 классов, стала же работу искать. Нашла на телеграфе, там раньше ведь другой связи не было, только телеграф был. Потом поработала-то немного, вышла замуж в 43-м году. Муж воевал, ждала его, пока война кончилась, он вернулся. Вот у меня старшая дочка там родилась в Пятигорске. Потом он отсюда приехал, и мы за ним приехали вместе. В общем, вместе приехали. Я в Сармановском районе сначала работала бухгалтером, главным бухгалтером. Потом надо было в Азнакаеве. Меня Казань сюда перевела, управление связи. Вот уже здесь больше 20 лет в Азнакаеве работала. Да, наверное, даже больше. 62-го года. Вот так, ничего особенного. Что сказать? Чтоб трудились, работали, здоровье свое сохраняли. Все было хорошо. Пока мы жили в Сарманове, там училась 10 класс, переехали мы сюда, я вот попала сразу в 10 выпускной класс тут, в Азнакаеве. Ну, сложно, но кончила 4-ю школу с золотой медалью. В общем, сразу почему-то не поехала, работала нефтяником, причем по операторам по добыче нефти. На 4-м промысле была депутатом горсовета, 18 лет меня почему-то выбрали. Но 2 года вот я отработала, как бы решила, что пора учиться. Поехала, поступила на геофизику, на геофак, в университет. Окончила университет в 69 году. Через 4 года защитила кандидатскую диссертацию. Геолог по образованию, геолог, геофизик, занималась и технологиями, и все, но уже не с нефтью связанное. То есть, так, решила, что нефть это не очень, нужно искать другие виды энергии. Актуально. Очень много было аварий в то время, вот это меня от нефти оттолкнуло. Ну, сейчас мне почти без 3 месяцев 80 лет. То есть тоже в преклонном возрасте, можно сказать. А я дочь ее, мне 50 будет летом. Питерский дизайнер, дочке моей 30. Так что вот у нас такое поколение. Такое поколение, да. Ну, в общем, живем очень благодарные маме, потому что, несмотря на то, что вот она с нами никогда, знаете, вот не проявляла какой-то любви, такой сюси-пуси типа, но всегда была очень мудрым, очень таким хорошим советчиком, очень поддерживала нас, вот по делу, вот, воспитывала довольно так это, в строгости, можно сказать, но мы ее всегда любили просто. Ну, каждый любит свою маму, и для нас она была все. Может быть, поэтому она у нас еще будет жить долго, надеемся. Вот это средняя моя сестра. Да. Нам что хочется благодарной маме с папой, потому что вы попали на трудные времена, 48-й, 57-й год. Самое главное, что родители нам высшее образование дали, говорили, с высшим образованием вы будете людьми, всегда в жизни пойдете, вы будете хорошими, настоящими, достойными работниками. Вот. Кстати, ушла она с почты, заменила ее, вот она работала начальником. Ну, да, почтам. Валя всю жизнь в налоговой Башкирии работала, ведущим специалистом была у нас, начальником отдела налоговой инспекции была по Башкиристану. В общем, мы благодарны. Очень рады маме. Мама очень хороший человек, справедливый, всегда правильно скажет, любит по-своему, всегда помогает, всех внуков уважает, все. В общем, хороший человек. Любимая, вы знаете, даже года 3 назад вот был такой случай. Звонит, поругай маму. Я прихожу, она говорит, окна моет. 97 лет, что ли, ей было. Потом еще раз звонит. Ну, сделали пластиковые, чтобы не могла уже вылить. Потом звонит. Прихожу, она стоит на столе, потолки белит. Это было перед 90-летием, готовится. Я же говорю, мы все сделаем, зачем-то. Ну, я должна быть уверена. Вот такой человек, который до сих пор душа молодая, до сих пор она рвется что-то делать.